Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных событиях. Жителям республики возместят 90% расходов при переводе машин с бензина на газ. В регионе действует комплекс мер, направленный на расширение действующей газозаправочной инфраструктуры. 5 якутян наградили за вклад в борьбу с лесными пожарами. Подарки для военных, участвующих в спецоперации на Украине, собрали в Ленском районе. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечают сегодня. Как проводится лечение у детей от туберкулеза в республике. В Южно-Якутском технологическом колледже работают 4 IT-мастерские. Там студенты реализовывают проекты и готовятся к участию в конкурсах профессионального мастерства. За экспорт российского газа недружественные страны теперь заплатят рублем. Руководство России решило перевести оплаты за поставки голубого топлива на экспорт в российские рубли. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. Он поручил Центробанку и правительству за неделю определить порядок операций для приобретения рублей на внутреннем рынке странами-покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах. Изменится только валюта платежа. Прошу правительства дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты. При этом всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена возможность совершать необходимые операции. И нужно создать для них понятную, прозрачную процедуру проведения платежей, включая и приобретение российских рублей на нашем внутреннем валютном рынке. В Якутии продолжает развиваться программа по переводу автотранспорта на газомоторное топливо. Многие крупные предприятия, проводя закупки транспорта, уже ориентируются на автомобили с газотопливным оборудованием. Как сейчас в регионе обстоит дело с газомоторным топливом, насколько оно доступно якутянам и является ли достойной альтернативой бензину, узнавал Александр Хавренко. Газомоторное топливо – это экологичная, а главное экономичная альтернатива привычному нам бензину и дизелю. Все больше водителей в России отдают предпочтение двигателям на газомоторном топливе. Якутия не исключение. И для того, чтобы переход на газ был более массовым, правительство республики подготовило ряд поощрений. Предоставляется льготы 50% транспортного налога. Важно, несомненно. В этом году 24 миллиона рублей выделяется на переоборудование транспортных средств. И при этом компании, потребители, граждане могут воспользоваться с льготой до 90%. Если интересно, о суммах тоже могу пояснить. 24 миллиона выделяется на строительство подобного модернизацию заправок, и включая 4 миллиона на мобильный комплекс, так называемый ПАГЗ. Это очень важно, например, для сельской местности. Немаловажным вопросом в переходе на газомоторное топливо является вопрос доступности заправок и расширения их сетей. Удачной альтернативой станут комбинированные заправки, на которых можно приобрести как жидкое топливо, так и газовое. Сегодня уже 8 заправок, 4 из них в городе Якутске. Мы стоим с вами на современной мультитопливной заправке. Это уже сегодня пример, который Министерство энергетики Российской Федерации доводит до других регионов. У нас есть заправка в Нижнем Бестяке, соответственно, с той стороны реки. Есть заправка в Айхале. Есть заправка, например, компании РНГ в Тас-Юрях. То есть мы продолжаем дальше развиваться. Появятся еще новые заправки. Мы видим сегодня потенциал. И не так давно с инвестором обсуждали. И, кстати, с компанией «Саханефтегазбыт», надо дать должное руководству компании, развитие в Ленске. В Ленске должна в этом году, согласно поручению главы Республики Арсения Сергеевича Николаева, появиться новая заправка. Компания «Саханефтегазбыт» одной из первых в республике приняла решение начать поставлять и заправлять газомоторное топливо. И результаты не заставили себя долго ждать. Мы рады видеть вас на нашей автозаправочной станции. Реализация компримированного природного газа растет в геометрической прогрессии. Если мы на начальном этапе реализовывали небольшое количество, где-то порядка 400-500 кубических метров природного газа, то сейчас за смену у нас объемы достигают 2500 кубических метров метана. В дополнение ко всем льготам и скидкам можно отметить и цену. Литр бензина стоит в среднем 60-65 рублей. Кубометр метана обойдется чуть дороже 20 рублей. Экономия налицо. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск.
Вице-премьер правительства страны, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел сегодня совещание, на котором обсудили ситуацию, складывающуюся на потребительском рынке республики. В условиях санкций, которые применяются в недружественных странах по отношению к России, происходит деформация в экономике. В логистике, отметил Юрий Трутнев. Между тем, важнейшая задача правительства и страны и руководства всех субъектов – обеспечить соблюдение интересов жителей в этой ситуации. Добиться того, чтобы не было заторов на транспортных коридорах, чтобы люди получали жизненно необходимые лекарства и продукты. И для Якутии все эти перечисленные вопросы из-за жестких климатических условий имеют еще большее значение, резюмировал Трутнев. Наиболее такой динамичный рост цен на сахарный песок, на гречневую крупу. Это, в принципе, такая общероссийская ситуация. Вот позавчера было совещание у председателя правительства Российской Федерации и Виктория Валерьевна Абрамченко, которая отвечает за продовольственный рынок, заверила, что никаких проблем с обеспеченностью Российской Федерации по всем этим группам товаров не существует. Между тем, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе положительно оценил меры поддержки, которые сегодня принимает правительство Якутии в отношении региональных предпринимателей. Речь в первую очередь идет о тех представителях бизнеса, которые занимаются опережающим завозом продукции. Отвечая на вопросы журналистов, глава республики Айсан Николаев отметил, что сегодня по этому вопросу в регионе принят ряд решений. Для малого бизнеса это в первую очередь уменьшение налогов по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений. Они установлены налоговым кодексом Российской Федерации и составляют 1% от дохода и 5% доходы минус расходы. Это, безусловно, очень серьезно поддержало бизнес. Цена вопроса для бюджета – это 2,5 миллиарда рублей выпадающих доходов. Мы на это пошли абсолютно осознанно, потому что в этом году мы должны бизнесу помочь. И мы сейчас это видим. Вот сейчас бизнес откликнулся. Вот в пути сейчас постоянно в сторону Якутии находится от 1500 до 1700 вагонов с продовольствием, с продукцией технического назначения. То есть всего того, чего бизнес сюда везет именно как раз для обеспечения нужд и республики, предприятий, в целом населения. Каждый день сейчас у нас разгрузка идет 150-170 вагонов. Мы видим, что потребительский рынок у нас в целом насыщается, будет насыщен, и товарные запасы, которые несколько сократились во время вот этого ажиотажного спроса по продовольствию, они сейчас уже восполняются. Юрий Трутнев также вручил якутянам, участвовавшим в прошлом году в тушении лесных пожаров, почетные грамоты президента Российской Федерации. Прошлый год был трудным для Якутии. Тысячи людей боролись с пожарами, спасали жилье, населенные пункты, отметил Трутнев. В этом году принят целый ряд мер для увеличения финансирования противопожарных мероприятий. Трутнев выразил надежду, что такой ситуации больше не будет. Среди награжденных первый заместитель главы Сунтарского района Николай Александров. Он поблагодарил всех жителей и членов оперативного штаба за помощь и содействие в тушении лесных пожаров на территории района. Для меня лично год был, когда я был назначен первым заместителем председателя правительства, который курирует непосредственно эту работу. И этот год, конечно, безусловно, останется, как говорится, на всю жизнь. И сегодня ту оценку, которую нам оценили, и те награды, которых мы получили, я считаю, что это награда в нашем лице всем якутянам, всем тем людям, которые участвовали. Того же вот Александрова Николая Павловича, который работал в Сунтарах. Я считаю, что это награда всем сунтарцам. Егора Никитича Павлова, это Татинского района, это награда всех татинцев. Егора, Алексея, вот, молодых людей, это всей молодежи, которые у нас сегодня, как один кулак, работали в тушении наших лесных пожаров, той бедой, которая оказалась наша большая Якутия. Члены профсоюзного движения лесного хозяйства республики поддерживают решение президента Путина в отношении ситуации на Украине. По их мнению, именно такой решительный шаг похож на ситуацию ликвидации с лесными пожарами. Та ситуация, которая возникла там последние 8 лет, 10 лет, конечно, потребовала вот таких решительных действий, чтобы остановить
вот этот процесс. Это как бы даже похоже вот сродни тем стихийным бедствиям, лесными пожарами, которые вот происходят, да, и нас тоже в прошлом году это было такое. И даже действия вот наших военных, нашей армии как-то похожи вот на действия наших лесных пожаров. Работы по ослаблению прочности льда ведут на 77 затороопасных участках рек в 14 районах. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Из них на 70 участках идет зачернение льда, на 7 распиловка. Как отметил глава, почти на всех реках толщина льда на уровне ниже нормы. Однако это не гарантирует безопасное прохождение ледохода. Айсен Николаев подчеркнул, что тонкий лед нередко становится причиной наводнений. Поэтому расчистку русел и подготовку затороопасных участков в республике начали заблаговременно. Санкции не окажут серьезного влияния на табачный бизнес республики. Владелица магазинов «Табачно-кофейный дом» и «Сырный папа» рассказала о влиянии санкций на бизнес. Компания имеет достаточные товарные запасы до сентября месяца, что позволяет держать приемлемые цены на продаваемую продукцию. Повышение цен на отдельные виды ассортимента незначительное. Также заявления об уходе с российского рынка крупных иностранных производителей не соответствуют действительности. Что касается табака, как в первую очередь мы табачники, да? Здесь все, что пишут в интернете, это неправда. Продукция табачная в России и у нас в Якутске на складах есть. По чаю. Чай возрос очень сильно. Мы регулируем и, честно говоря, мы не делаем большую наценку. По колбасе и сыру, по колбасе небольшое, вот у нас «Сырный папа», небольшое повышение. По сыру, конечно, есть от производителей плюс 40%. В этом году из перечня проверок надзорных органов исключено порядка 1000 проверочных мероприятий. Из поступивших в прокуратуру республики 300 заявлений отказано в проведении проверок по 200. В рамках антисанкционных мер и поддержки предпринимательства правительством России решено не беспокоить бизнес проверками. Однако в постановлении имеются исключения. Какие именно, узнаете в следующем сюжете. С 10 марта 2002 года постановлением правительства отменены большинство плановых проверок предприятий бизнеса. Внеплановые проверки могут быть проведены по согласованию с прокуратурой, и то в том случае, если есть угроза для жизни и здоровья людей. Но есть ряд проверок, которые отменены не будут. Будут продолжены проверки подразделениями Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического надзора в отношении объектов контроля, отнесенных в категорию чрезвычайно высокого риска. Это, как правило, детские сады и школы, детские лагеря, организации, осуществляющие общественное питание детей, социальные организации, родильные дома и перинатальные центры. Аналогично будет продолжена работа МЧС по проверкам пожарной безопасности. К исключениям относится также деятельность Ростехнадзора по проверкам опасных производственных объектов второй категории, деятельность Россельхознадзора по проверкам законности содержания, разведения и убоя свиней. Также отмена проверок не коснется и строительного сектора. В этом плане ограничений нету. Мы надзорную деятельность по строительству объекта ведем как обычно. Выходим на проверки по программе. И поэтому тут ограничений никаких нету. И, соответственно, мы также будем контролировать, надзорить за качеством строящихся объектов, что позволит строить в соответствии с проектной сменой документации. Кстати, представители строительных организаций считают, что надзор и контроль в их сфере необходим и воспринимают его не как карательный инструмент, а как помощь. Мы считаем, что проверка это должна быть, чтобы стройка была под контролем, чтобы не за всем мы можем где-то уследить и смотреть, и поэтому надзорные органы, мы считаем, что они своевременно приходят и где-то какие-то замечания дают, и мы их устраняем. То есть я считаю, что мы должны работать совместно со строительным контролем. Но несмотря на все ограничения, не стоит забывать, что есть ряд оснований, проверка по которым может быть проведена. Это невыплата заработной платы, уклонение от оформления трудовых отношений, загрязнение водоемов и нарушение санитарных норм. Любовь Гоголева, Александр Хавренко, Григорий Хлопков, Якутск.
Добровольные противопожарные команды показывают свои навыки и мастерство. Соревнования проходят уже в 10-й раз в Якутске. В этом году съехались 6 команд. Среди них члены противопожарной добровольной дружины из Мегино-Кангаласского, Хангаласского, Татинского и Нерюнгринского районов. Они тщательно готовились к состязаниям, у всех боевой настрой и твердая воля к победе. Соревнования состоят из 5 этапов. Отмечу, что в республике действуют 343 добровольные противопожарные команды, в которых состоят 2300 человек. Это уже 10-й раз проводится это соревнование, и мы уже 5-й раз участвуем. 2 раза по боевому развертыванию первое место занимали. И в этом году тоже команда готова нормально. Ну, свободное от работы время тренировались 2 раза, конечно. Поэтому всем командам желаю, пускай победит сильнейший. Ленский район присоединился к акции, проводимой Всероссийским общественным движением «Матери России». 2 дня в районной библиотеке проходил сбор подарков для военных, участвующих в спецоперации. Более подробно смотрите в сюжете коллег. Горы коробок с продуктами и предметами быта заполнили один из залов в районной библиотеке. Второй день сбор подарков проходит очень активно. Жители приходят с полными пакетами. Несут строго все то, что указано в разрешенном перечне. Приносят нам и продукты, и шоколад, нательные вещи, предметы гигиены. Мы их сразу стараемся разбирать по коробкам. Наталья Доминицына работает в библиотеке. Тоже не смогла остаться в стороне и решила поддержать наших военных, участвующих в спецоперации. Я тоже узнала об этой акции, решила в ней поучаствовать. Тоже принесла, что смогла. Надеюсь, что все дойдет, все будет хорошо. Директор библиотеки Зоя Ильчук признается, что очень приятно, что ленчане так активно откликнулись на предложение Союза матерей России. Я ожидала чего-то подобного. Для меня это не стало неожиданностью, но каждый человек, который приходит сюда с коробками, с пакетиком, всегда у меня чувство гордости за наших людей вот появляется, прям такое, знаете, вот аж в глазах щиплет. В акции приняли участие жители поселков Пеледуй и Бичинча. Они тоже собрали большое количество подарков и передали их в Ленск накануне утром. В пятницу вся собранная помощь будет отправлена в город Якутск, а уже оттуда нашим военным. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ушел из жизни после продолжительной болезни бывший мэр города Якутска и вице-президент республики Спартак Степанович Борисов. Ответственный труженик, опытный хозяйственник Спартак Борисов руководил крупнейшим строительно-монтажным объединением «Сибтехмонтаж» и внес большой личный вклад в строительство крупных промышленных объектов республики. Глава Якутии Асан Николаев выражает свои соболезнования всем родным и близким Спартака Степановича. Цитата. «Ушел из жизни человек, внесший свой неоценимый вклад в развитие Якутии. Мы со Спартаком Степановичем в разные годы руководили городом Якутском. Он был мэром города в непростые 90-е годы. С 1998 года по 2002 год занимал должность вице-президента республики. Во многом благодаря ему в Якутске были построены многие крупные объекты промышленности и жизнеобеспечения. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах». Перейдем к эпидобстановке в республике. За минувшие сутки выявлен 401 случай коронавирусной инфекции. 24% новых случаев заболевания зарегистрировано в Якутске, в районах 75,5%. Лечение в стационарах получают 15% больных, в амбулаторных условиях 85%. За сутки выздоровели 559 человек. До 15% случаев COVID-19 связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. Все тяжелые случаи заболевания зарегистрированы у невакцинированных больных. Первым компонентом привиты 606 890 человек. Ревакцинацию прошли 151 205 человек. Низкие темпы ревакцинации отмечены в Алданском, Мегино-Кангаласском, Нерюнгринском, Аймиконском районах и городе Якутске. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно 24 марта, в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. О лечении и профилактике этой болезни у детей узнавал наш корреспондент Иван Лазаренко.
Единственное в республике медицинское учреждение, где дети проходят лечение от туберкулеза, научно-практический центр фтизиатрии в Якутске, работает в настоящее время в обычном режиме. Но, несмотря на то, что излечиваемость от болезни 100%, вопросы профилактики по-прежнему очень остры. Но сегодня, 24 марта 1992 года, этот день объявлен Международным днем борьбы с туберкулезом. И это делается для того, чтобы и общество, население, медицинское сообщество обратили внимание именно на проблему туберкулеза, поскольку туберкулез – это не только проблема одних фтизиатров, это всего общества. Находясь в стационаре и получая лечение, главной проблемой для детей остается длительная разлука с родителями. Курс лечения может продлиться от полугода до 1,5 лет. И все это время маленькие пациенты находятся под неусыпным контролем и вниманием. Туберкулез относится к инфекционным заболеваниям, поэтому если ребенок болен туберкулезом, он должен лечиться только в стационарных условиях, потому что лечение очень длительное, должно быть обязательно контролируемый прием препаратов. Потом мы контролируем, как ребенок переносит лечение. Это длительный процесс. Как отмечают специалисты, в последнее время наметилась тенденция, что в стационар стало поступать больше детей грудного возраста. Но в отделении для самых маленьких пациентов созданы все условия, чтобы период адаптации прошел как можно быстрее и безболезненнее. Бывают дети, например, единственный ребенок в семье. Им сложнее, конечно, чуть-чуть адаптироваться, но у нас воспитатели есть младшие медсестры по уходу за ребенком, есть инструктор даже по пению, который приходит и разучивает детям песни. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы дети как можно быстрее адаптировались. Несмотря на то, что пока уровень детской заболеваемости туберкулезом у нас в республике превышает среднероссийский в 2 раза, наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Так, если 15-20 лет назад фиксировали в год от 150 до 200 заболевших детей, то в прошлом году их было всего 22. И чтобы эта тенденция сохранилась, в детском туберкулезном диспансере объявлен месячник по профилактике туберкулеза. Иван Лазаренко, Григорий Николаев, Якутск. Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная деятельности выдающегося политического деятеля Степана Васильева, прошла в столице республики. Степан Васильев стоял у истоков формирования профсоюзного движения в стране, непосредственно занимался развитием ключевой отечественной отрасли тяжелой промышленности. Также он является одним из основателей союзного треста «Якутзолото», флагмана промышленности Якутской ССР. Степан Васильев трудился и творил будущее нашей республики, страны в целом, вместе с представителями якутской советской интеллигенции Платоном Аюнским, Максимом Амосовым, Степаном Оржаковым и многими другими. Сегодня посвящено мероприятие Степана Васильева, одного из соратников выдающего государственно-политического деятеля Максима Кирилловича Амосова. Они были соратниками, первые, которые создавали нашу республику, Якутию. Они дружили с молодых лет. Их, когда было политическое сын, Ярославский, они ходили вместе на кружок, юный социал-демократ, и с тех пор они начали дружить. Они были соратниками до конца своих жизней. В связи с санкциями отечественные разработчики различной современной роботизированной техники умудряются заменить комплектующие запчасти на отечественные. Например, это якутская компания Vedroid Electronics, которая разрабатывает роботов-уборщиков. По поводу импортозамещения они задумались еще в 2019 году, когда поставляли роботов в Казахстан. По словам директора компании, все-таки полностью отказаться от импорта, к примеру, таких запасных частей, как китайский кристалл и чипы, не получится. Ввиду того, что отечественные аналоги стоят намного дороже. Но, несмотря на это, компания ведет активную модернизацию своей отечественной продукции. Благодаря импортозамещению резко стало меньше конкурентов. Их почти не осталось. И все предприятия, которые так или иначе занимались комплектованиями роботами-уборщиками, они уже больше так делать не могут, потому что все разработки, они иностранные. И для них многих сейчас произошел такой выход из рынка.
Сегодня специальности в сфере IT-технологий доступны для всех групп населения. Возможность освоить информационные компетенции предоставляет Нерюнгринский Южно-Якутский технологический колледж. Этот учебный год начался с открытия 4 новых мастерских. Такое обновление направлено в первую очередь на то, чтобы уровень среднего профессионального образования соответствовал международным стандартам. Ирина Жданова с подробностями. На сегодняшний день функционируют 4 новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills. Они расположены во втором корпусе Южно-Якутского технологического колледжа. Все кабинеты оснащены по последнему слову техники. Закуплено новейшее оборудование, которое в Якутии представлено только здесь. Команда из 3 человек – дизайнер, менеджер и программист – работают над одним проектом. Студенты планируют выступить со своей работой на форуме разработчиков «Хакатон» и запустить его в работу. Проект заключается в том, чтобы сравнивать вейп-шопы нашего города по ценовой политике. То есть, чтобы клиент сам мог выбрать, что и за какую цену он может покупать. Ребята работают над созданием мобильного приложения, с помощью которого можно упростить покупку вейпа. Здесь у нас предупреждение о том, что тебе 18 лет, потому что это магазин у нас будет для совершеннолетних. Мы нажимаем то, что мне есть 18 лет. Здесь у нас панельки, какие магазины. Это дизайн у нас занимается другая девочка. И дизайном именно она занимается. Мы нажимаем на магазин, каталог. Ну, я пока что еще не сделала, чтобы нажимание было. Вот пока что делаю каталог. Материально-техническая база позволяет готовить студентов к различным внеучебным мероприятиям. WorldSkills, Хакатон плюс дополнительная проектная деятельность. Учащиеся имеют возможность проходить стажировку и во время обучения, а в дальнейшем продолжают работать по специальности. В рамках данных мастерских занимаются студенты в первую очередь в рамках стандартного образовательного процесса. У нас есть дисциплины, посвященные данным компетенциям. Также у нас есть замечательный преподавательский состав, который прошел дополнительную подготовку, обучился именно, чтобы более углубленно знать данные свои компетенции, чтобы более профессионально подготовить студентов наших. Мастерские занимают весь 3-й этаж. Общая площадь более 800 квадратных метров. Косметический ремонт выполнен согласно концепции федерального брендирования. Каждой мастерской свои требования. Определенная цветовая палитра, пиктограммы, навигации и многое другое. Сегодня это самые технически укомплектованные площадки в республике, что позволяет колледжу развиваться во всех сферах. А в будущем позволит вывести уровень профессиональной подготовки студентов на новый уровень. Ведь главная задача учебного процесса – подготовка конкурентоспособных и востребованных на рынке труда специалистов. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.